Да я не боюсь, господи, 11 лет я этим микрофоном работаю. И с этим зрителем казанским. Народная артистка Республики Татарстан родом из деревни Салаевка Татышлинского района Башкортостана. В 99 году ее хит «Эльдермеш какайтам эле» «Вернусь в Эльдермыш» бьет все рекорды популярности национальных хит-парадов. Годом позже за эту песню Фархи получает высшую награду самого первого конкурса национальной песни «Татар-Жыры» «Золотого барса». Кстати, Хания Фархи, наряду с Айдаром Галимовым и Салаватом Фатхидиновым, является абсолютным лидером по количеству полученных статуэток – 11 золотых барсов по количеству проведенных фестивалей. То, что примадонна татарской эстрады в последние годы сильно изменилась, заметили все. Еще бы, Хания Фархи сбросила почти 10 килограммов. На сцене она должна быть красота, там выпячивается, там выпирает. Это уже не эстетично. Путь к новой себе она начала с беговой дорожки, но убежать от лишнего веса оказалось непросто. Когда первый раз купили, я делала очень большую ошибку. Сразу начинала быстрый бег. Оказывается, это ни в коем случае нельзя. А вообще очень полезно, оказывается, такой быстрый шаг. Теперь каждый день она проходит по 3 километра, а потом еще час отмокает в собственной сауне. Вот это моя мини-мини-сауна. Перед тем, как зайти в парилку, народная артистка обычно натирается народным средством. Соль, сода, мед. Впрочем, этих самых средств на ванных полках звезды так много, что порой она сама теряется. Вот эта вот штука очень интересная. Это что? Мустикал секс называется. Что это означает, знаешь, только вот секс, слово хорошо. Дальше уже не для кадра. Дальше процедура. Кто бы мог подумать, что самая сладкоголосая певица татарской эстрады совсем не ест сладкого. Конфеты ей заменили сухофрукты и ягоды. Это в наших краях, которые они росли, они ниоткуда-либо привезенные, натуральные, самые полезные для нас. А еще она совсем не ест с утра и старается не наедаться на ночь. Но никаких диет Хания Фархи не приемлет. Результат такого образа жизни налицо, с которого исчезли пухлые щеки.